Еврорадио.FM. Еўрапейскае радыё для Беларусі. Вітаю ўсіх слухачоў Еўрарадыё. У студыі для вас працуе Алексей Карпека. І гэта сумесны стрым Еўрарадыё і прамова, які можна глядзець не толькі праз сацыяльныя сеткі, але і слухаць у нас на сайце. Учора ў Мінску прайшла першая цырымонія ўручэння нацыянальнай кінапрэміі. Падзея была прымеркавана да дня беларускага кіно, і ў анонсах назвалі яе ледзьці не мясцовым беларускім Оскарам. У выніку большасць намінацый атрымалі фільмы, якія так ці інакш былі звязаныя з нацыянальнай кінастудыяй «Беларусьфільм». Толькі, калі я не памыляюся, дзве незалежныя стужкі атрымалі ўзнагароды. І таму мы вырашылі паразмаўляць пра вынікі і праблемы нацыянальнай кінапрэміі з дырэктаркай конкурсу Алесяй Какошніковай і кінакрытыкам Тарасам Тарналіцкім. На жаль, Алеся пакуль спазняецца, таму мы будем зараз размаўляць з Тарасом. Всем привет! Сейчас поговорим про премию. На самом деле я вчера тоже присутствовал полностью, то есть приходил официально. Что самое интересное, премию проводили в Доме кино, и вот прессы вот на том специальном ряде, на котором она должна находиться, ее практически не было. Там был представитель вот из Тутбая, и вот я сидел вместе, были еще люди из других, но они как-то так точечно сидели, то есть, в общем, не было большого интереса к этой премии. И это, в принципе, можно объяснить. У меня его тоже особенно не было, особенно по тем номинациям, которые были представлены. Там было 20, напомню, номинаций. Из этих 20 номинаций победу Беларусьфильм, продукция Беларусьфильма получила в 15. И рекордсменом стал фильм «Следы на воде». Это госзаказ, напомню, который снимался по заказу Министерства внутренних дел, то есть к столетию Министерства внутренних дел, такая военно-историческая драма. Но он получил 8 наград, то есть это такой блокбастер настоящий для белорусов такой. И две получили независимые картины, снятые при спонсировании продюсера Виктора Лобковича. Это документальный фильм «Дебют» про женщин в гомельской тюрьме, то есть как они там живут, там про их театр, в котором они играют, то есть такая очень интересная картина. Она сейчас как раз идет в прокате 17 числа, там в нескольких кинотеатрах Минска и Минской области. А вторая картина — это триллер «Вне себя» или «Внутри себя», я точно не помню. Ну, в общем, это такой нуар. Нуар на белорусской почве, ну, такой очень телевизионный, но это хорошо, что эти картины получили. Есть хоть какой-то, но баланс из студий, потому что в итоге получилось. Але ж пры гэтым не было такіх незалежных рэжысёраў, як Юля Шатун і фільм «Заўтра», тая ж Дар'я Жук са сваім «Хрусталём». Але ж я слухаў размову на прэс-канферэнцыі прадстаўніка «Беларусьфільма», калі ён распавядаў, што ўвогуле гэта не з-за іх, а «Хрусталь» просто не паспеў чамусьці. Тут очень такая тонкая игра чиновников Минкульта, потому что у меня другие сведения. И судя по тому, что мне говорили люди, так или иначе связанные с созданием фильма и его промотированием, люди в последний момент узнали о том, что нужно подаваться. То есть там все было устроено в организации премии таким образом, что ее проведение знали только, собственно, организаторы. А как бы люди, которые занимаются независимым кинопроизводством, узнали буквально у самого кануна закрытия этих заявок. То есть это, это совершенно... Я не знаю, как это вообще объяснить. Я это объясняю лично для себя как целенаправленное действие. То есть чтобы продвинуть исключительно и представить в полной мере продукцию Беларусьфильма вот на этой премии. Поэтому настаиваю, чтобы ее, в принципе, называли не национальной, а именно такой прогосударственной или даже беларусьфильмовской, поскольку, исходя из итогов, все к этому как бы и пришло. Ну вось у мяне, звяртаюсь да ўсяго гэтага, у мяне такое пытанне з'явілася. Я пытаўся буквально за 5 минут да ўсяго гэтага знайсці склад журы.
Жюри есть, но оно не публиковалось. В этом вопрос. Оно публиковалось, вернее, оно предоставлялось по запросу у пиарщиков, но мне его скинули заранее. Там тоже не буду называть людей, тоже эти фотографии списка. Там 59 человек, и в них входят как минимум 10 человек из Беларусьфильма, плюс люди, так или иначе завязанные на работу, там либо с бюджета, получают которую зарплату из бюджета или связанные с Беларусьфильмом. Это говорит об ангажементе определенном. То есть, если люди бы могли проголосовать, допустим, иначе, у них бы вполне возможно могли возникнуть там проблемы в дальнейшем с работой, в плане, их бы не звали, допустим, на новые фильмы, которые бы снимались на студии, или там, их не награждали потом этими премиями, или этими... какими-нибудь грамотами, чем у нас любят там награждать вот этой всей шелухой. В этом как бы я вижу такую тоже момент манипуляции. Потому что никак объяснить, почему в качестве организатора выступает Беларусьфильм и Министерство культуры, в судьях сидят люди из Беларусьфильма, и награду получают фильмы и Беларусьфильм. Что это? Это такой абсурд беларускі. Как так может быть? Гэта зразумела. Але яшчэ у сучасны момант няма ні сайта, ні нармальнай працы з соцсеткамі, ні нармальнай працы са ЗМІ. Увогуле, ёсць нейкія там дзяржаўныя анонсы, там на Белта было. Да. Вот на Белта я только и видел. И Советской Беларуси. И «Звезда» нечто писала. А «Звезда» писала, по крайней мере, я читал только аналитику журналистки Ирины Котелович. Она там очень критично отозвалась по поводу этой премии, но это уже было после того, как были приняты заявки, написано. И там уже на что-то повлиять невозможно было. Там же вот еще один момент, который нужно подчеркнуть, что там были нарушены так называемые... В премии есть конфликт интересов. Допустим, есть фильмы, допустим, в числе организаторов есть, допустим, Белорусский союз кинематографистов. В жюри входил Виктор Васильев, он же его возглавляет, этот союз кинематографистов. В премию был номинировано сразу 2 фильма его сына, Игоря Васильева, там «Фото на память» и «Последний шанс». Да. И «Последний шанс» получил награду, а «Фото на память» было снято, поскольку в последний момент уже из списка его убрали, там было письмо, его тоже публиковали в соцсетях, о том, что снято, потому что оно якобы вышло после того, как были приняты заявки. Это тоже очень смешно. Это просто говорит вот эти детали мелкие, дьявол кроется, как всегда, в деталях, о том, что это было, так очень местечково сделано. Это такой... так, в принципе, быть не может. Если посмотреть, как организуются национальные премии, допустим, «Ника», «Золотой Овен», еще там куча других премий национальных, «Золотой орел». В России там вот такого представить нельзя. Там, понятно, этим премиям уже больше, там, почти 30 лет, они в начале 90-х появились, кто-то еще при Советском Союзе возник, но там таких моментов нету. Там, если бы такое произошло, там бы такой вой поднялся. А у нас только независимые СМИ об этом пишут, а всем все нормально. То есть... Я вот тоже написал материал, он выйдет на сайте «Будьмо белорусами», о том, что это праздник все-таки ампутированной совести. Потому что люди, которые так поступают, у них явно совести нету. Тарас, як ты лічыш, тое, што 2 незалежным фільмам ўсё ж такі далі нейкія ўзнагароды, там лепшы фільм у гульнёвай форме і лепшы фільм у негульнёвай форме. Для чаго гэта? Нет, это все правильно. То есть да, это... Не, зразумела, але ж все ж таки... Но это вот как раз это и попытка уравновесить эти два
полюса, как бы немножко там, как мы вчера общались тоже с коллегами, я считаю, это как кинуть кость. Кинуть кость независимо. Ну вот мы вас там выбрали, мы вам что-то дали, чтобы там уже не было такого хай, не поднимался, что вот мы все награды там все полностью раздали там государственной продукции или российским фильмам. Там же есть российские сериалы, вот допустим, СМЕРШ, то, что он снимался у нас, он снимался все равно за российские деньги и показывался на российских телеканалах. Но это как бы говорить о том, что это национальный продукт, ну просто смешно. Когда там НКВДшники бегают и стреляют, или там, я не знаю, там еще был «Окна твоего дома», тоже был фильм телевизионный, он тоже показывали на России, я специально проверял, вот мне было интересно. Я эти фильмы не видел, потому что, ну, такие сериалы тоже смотреть для своего осознания очень такая страшное испытание, можно немножко, да, так, сойти с ума местами, но в любом случае это как бы российский продукт, по большей части, поэтому, ну, рассматривать его как национальный нельзя. Поэтому, по мне, так это было сделано, это был программируемый результат. Да, отдали, чтобы уже потом не было таких откровенных нападений на то, что вот полностью вся, скажем так, государственная премия. То есть есть такая лазеечка, которую можно сказать, ну, видите, мы же тут и наградили других. Но еще тоже очень важный момент, почему не появился «Хрусталь». У меня есть мнение по этому поводу, оно, понятно, ничем тоже не аргументировано, я так просто рассуждаю, что «Хрусталя» не было, потому что хотели первые премии сделать исключительно государственные, чтобы, ну, таким образом поощрить своих. А если бы просто появился «Хрусталь», он бы там, пардон, вот тот же самый «Следы на воде», ну, ни в какие ворота. В сравнении по художественным, по техническим параметрам он никак не может быть сравним. И поэтому его решили в этот раз отодвинуть, чтобы, ну, как бы, ну, они в следующий раз подадутся, а в этот раз праздник будет наш. Ну, у меня есть тэорыя наконт, чаму не было «Хрусталя», бо, мабыць, Дар'я Жук у апошніх сваіх інтэрв'ю не вельмі камплементарна выказвалася наконт вось беларусфільма і ўсяго, што ён робіць. То бок там і на Daily Афіша было, і на Медузе. Яна распавядала, і таму у меня, ну, ёсць пытанне, то бок их могли и не взять. Ну да, мы тут можем рассуждать тут, потому что как бы однозначно никто не сказал, почему не попал фильм в конкурс. Ну, по мне так, просто исходя из логики, это было бы, ну, совершенно опасно именно для жюри, если бы они, допустим, предпочли «Хрусталю», о котором, ну, много писали, его там хвалили, говорили, что это тоже самый лучший фильм, по крайней мере, этого года, это объективно это так, но чтобы потом предпочесть ему картину там вот по госзаказу, которую очень много критиковали, либо про которую СМИ, ну, старалась игнорировать, даже государственные СМИ, если посмотреть критику или там какие-то репортажи, они очень нейтрально они писали, то есть какие-то художественные качества не препарировали, не говорили, что это хорошее кино. Добра, Тарас, паважаны слухачы, мы зараз сыходзім на невялічкі перапынак, на навіны, але не сыходзьце, у другой часткі мы продолжим абмяркоўваць вось вынікі нацыянальнай кінапрэміі. Я
Час ведаць, што адбываецца. Вітаю, каротка пра асноўныя падзеі. Дэпутаты прагаласавалі ў першым чытанні за праект бюджэту Беларусі на наступны год. Бюджэт прадставіў першы намеснік фінансаў Юрый Селіверстаў. Паводле яго словаў, даходы прадугледжваюцца ў суме 23,5 мільярдаў рублёў, падрастуць крышку менш, чым на працэнт, а выдаткі ў 22 мільярды. Прафіцыт складзе 1,5 мільярды. Гэтыя грошы выкарыстаюць для пагашэння знешняй пазыкі. Разгляд праекта бюджэту ў другім чытанні адбудзецца ў сераду. Александр Лукашенко правёў нараду аб развіцці летніх відаў спорту, патрабуе максімальная эфектыўнасць дзяржаўных укладанняў у гэтую галіну і адзначае недапушчальнасць выкарыстання допінгу, асобна разгледзеў праблему ад'езду з Беларусі здольных спартоўцаў. Не дай Бог з'едзе за мяжу хоць адзін здольны спартовец, адразу ж пойдзе па вертыкалі праверка. Мы нікога не трымаем, але вы павінны заключыць з кожным дзіцем і бацькамі дамову. Яны тут растуць, а едуць ад нашай бязглуздзіцы падалей, ці таму, што ім там плоцяць, заявіў Лукашенко. Сёння суд Маскоўскага раёна сталіцы разглядае скаргу прэс-сакратаркі аб'яднанай грамадзянскай партыі Ганны Красулінай на рашэнне міліцыі аб яе высылцы з Беларусі ў інтарэсах грамадскага парадку. Нагадаю, спадарыня Ганна з'яўляецца грамадзянкай Расіі. Фільм «Хрусталь» беларускай рэжысэркі Дар'і Жук, дзякуючы якому ў Беларусі ўпершыню за 20 гадоў сабраўся оскараўскі камітэт, не ўвайшоў у шорт-ліст прэміі «Оскар» у катэгорыі «Найлепшы замежны фільм». Затое мы працягваем разглядаць пытанне пра пераможцаў нацыянальнай прэміі. Слухайце адразу пасля гэтага выпуску навінаў працяг гутаркі. Еўрарадыё.фм. Вітаю ўсіх слухачоў Еўрарадыё. Студыі для вас працуе Алексей Карпека. Нас можна глядзець не толькі праз соседкі, але слухаць на сайце Еўрарадыё. З намі ў студыі кінакрытык Тарас Тарналіцкі і дырэктарка нацыянальнай кінапрэміі Алеся Кокошнікова. Прывітанне. Добрый день. Привет. Рада Всем всех да. видеть. Всем привет. Так, мы з Тарасам тут ужо паспелі абмеркаваць некалькі пытанняў, але ўсё ж таки вось хацелось бы вам задаць пытанне наконт журы ўсё ж таки прэміі, таму што гэта вельмі такое складанае і сур'ёзнае пытанне, хто выбірае ўсе гэтыя фільмы. Ось маё пытанне такое: чаму складу журы няма ў адкрытым доступе? Чаму я не могу яго поглядеть? Нет, я объясню, значит. Изначально, почему мы его не выкладывали, это однозначная позиция дирекции. Может, меня кто-то сможет переубедить. Я не, попробуйте, да, можем обсудить на следующий год. Но я просто проводила национальный конкурс у меня первый, но вообще я проводила, организовывала не один конкурс и работала с международным жюри. И для меня это принципиальная позиция. Почему? Чтобы не было никакого воздействия, возможности воздействия или давления на жюри. Оно есть в открытом доступе уже сейчас, как только закончился второй тур, наша пресс-служба получила полный список в жюри, кто в него входил, какие люди, чем они занимаются. То есть и всем, абсолютно всем, кто нас запрашивал, пресса, СМИ и так далее, мы рассылали этот список. Але ўсё ж таки яго нельга зараз взять, погуглить склад жюри национальной кинопремии. Значит, смотрите, давайте мы исправим эту ситуацию, объясню почему. У нас пока это не оправдание ни в коем случае, но у нас нет площадки. Сайта национальной кинопремии не успели создать. Я надеюсь, что мы сделаем это на следующий год, на следующую кинопремию, чтобы там появлялась самая максимальная, самая быстрая и самая полная и объективная информация. Как только вот отголосовали, все, мы можем жюри выложить, как вы говорите, можно зайти, взять все. Министерство, у них свои там какие-то вопросы, еще другие, я имею в виду, события и так далее. Они сказали, мы вот инструкцию выложили, и все, собственно говоря, больше, даже пресс-релиз еще публиковали, когда был шорт-лист отобран, по-моему, вот когда уже номинанты. И Национальный центр современного искусства, может быть, я их попрошу, чтобы они, поскольку мы являемся главными исполнителями, да, и организаторами этого, но у них тоже, у них выставки еще и так далее, то есть только, скорее всего, поэтому, что просто пока нету завести, можно было, наверное, страницу в Фейсбуке, как все это делают. Это можно было сделать. Вот на тот момент... Телеграм-канал. Да, но я бы на самом деле сказал, что в принципе, если бы люди, или журналисты заранее бы там не позапросто бы получили эту информацию, тоже могли бы возникнуть вопросы именно по составу. Потому что вот 10 человек в составе 59, которые входят в состав или работают на Беларусьфильм, или связаны,
по рабочим моментам с Беларусьфильмом тоже вызывает вопросы об ангажированности премии. Ну, это, понимаете, мне кажется, вопрос, выложили бы мы этот лист полный. Но это не решило бы, да, какие-то дополнительные вопросы. Сейчас, значит, шумят и там недовольны тем, что этого списка нет, он не выложен. Мы выложили, стали недовольны тем, а кто там, а почему? Это тоже все равно разговоры. Поэтому я считаю, что жюри будет в доступе, я говорю, будем решать в следующем году как, на какой площадке и как быстро. Но, да, хорошо. Но и дело в том, что в этом году, ну вот так. И точно не будем мы выкладывать до тех пор, пока не пройдет полное голосование. Вот. Да, вот я еще хотел у вас спросить по поводу, наверное, этих... Ну, хотя по результатам тоже тут как бы спрашивать бессмысленно, все равно же голосовали все-таки участники. Ну вот довольно странно, когда вот получают большую часть наград все-таки национальный... то есть государственная студия, она номинирована была большей частью и получила большую часть. Давайте зададим вопрос. Почему? Да, почему? Наверное, потому что она подала больше заявок. Ну, это как бы очевидно. Ну, а почему она подала больше заявок? Наверное, потому что... Вот как я смотрю на эту проблему. Поскольку премия первая, в России как это делается? Объясняю. Вот, допустим, на примере Ники. Там существуют гильдии продюсеров, режиссеров, сценаристов. Они выдвигают свои, то есть от своей гильдии своих номинантов, то есть которых они считают нужными. У нас этих гильдий, понятное дело, нету. Поэтому вполне логично можно было бы сделать кураторскую работу вот именно от премии, от организаторов, связаться, допустим, с фестивалями, не только с листопадом, с другими фестивалями у нас они тоже есть, и взять оттуда национальные программы. Они у нас тоже есть и у Киносмены, и у Синема Перпетуум Я Мобиле. поняла, про что вы. Да, это да. прекрасное предложение, и опять же мы его используем. Объясню. Есть момент. В этом году у нас были... сжатые сроки, будем говорить так, раз. И во-вторых, это стало понятно уже в процессе подготовки, то есть заявками и, собственно же, занималось Министерство культуры. Я уже в процессе, когда пошел уже вот шорт-лист, я как бы вначале предлагала, сказали, пока вам есть чем заниматься, вот всеми другими вопросами, которыми мы занимались. Но сейчас со мной согласились, я думаю, что свое мнение не изменят, что в следующем году мы, именно организаторы, пожалуйста, пускай там министерство, потому что мне не отказывают, чтобы они, естественно, как главные организаторы, будут участвовать в этом, но мы возьмем на себя этот вопрос для того, чтобы вот то, о чем вы говорите, Тарас, чтобы я как директор знала, вот у меня есть человек там или люди, да, вы, может быть, в нашу команду тоже придете, которые и мы, естественно, будем делать пиар этому, максимальный, какую-то рекламную кампанию. Связались не просто там, написали где-то на сайте о том, что здравствуйте, с этого дня принимаем заявки, да? Нет, а раструбили везде и всюду. Связались со всеми, кто в Беларуси. Связались... Но это понятно, да, это понятно. И это то, действительно, к чему нужно стремиться. Просто вопрос как бы в этом году как бы именно целеполагание конкретной вот, не последующего, как бы конкретной вот в этом году прошедшей уже премии, потому что как бы она получилась такая очень на руку, играет в ворота Национальной киностудии и вообще Министерства культуры. Она как бы говорит о том, что вот посмотрите, у нас же есть хорошие фильмы, которые снимаются на Беларусьфильме, но просто есть вопрос именно к той продукции, которая получила эти награды. Вопросы будут, еще раз говорю, вопросы будут всегда. Для меня лично, еще раз говорю, как для организатора. Главное, что этот первый шаг сделан, что эта премия состоялась, что мы видим, что есть там нехватка, как вы говорите, да. Есть нехватка заявок, там есть нехватка представителей независимого кино. Мы это в этом году, я как директор прощупала, прочувствовала, увидела своими... Мы это предполагали, понимали, что будут разговоры, но уже, знаете как, у нас было ни шагу назад, вот такая у нас стояла цель, мы ее сделали, и мне кажется, сделали достойно. Тем самым в процессе подготовки ее проведения увидели
что нужно исправлять, увидели, где какие есть недочеты. Пока ты не начнешь этого делать, это можно долго предполагать. Ну, вы знаете, и знал там бы, все равно... как там, соломки подстелил бы. Судя по победам, это как? Когда вот Да надо говорить, слушайте, выигрывают фильмы, которые получают, жюри, человек, который сидит в жюри, и он получает награду. Ну, по-вашему, это нормально? Ну, как Нет, это может быть? я считаю, что... То есть министр, жена министра получает, тоже Ну, а нормально. если за нее проголосовали? Гоголевщина Хорошо, какая-то. а что если за нее проголосовали, тогда что? Что будете делать? Это сделать, Есть это счетная просто... комиссия, есть... Давайте, знаете, давайте никто. А я считаю, нет, я вот буду спорить в этом моменте, хотя человек очень положительный. Я считаю, что надо все равно, не то, что все равно, а гордиться и Беларусьфильмом, как киностудии, и нашими талантливыми, те, кто не попал. Смотрите, существует проблема, что в следующем году, когда вы начнете кого-то приглашать в эту премию из независимых, даже хороших кинематографистов, достойных, они просто в нее не придут, потому что они будут помнить, что какой трэш творился в прошлом году. Да не трэш никакой не творился. Слушайте, не надо замрачать эти краски. Тут вось якая праблема. Сутнасць у тым, што ў гэтым годзе і на лістапад многія незалежныя рэжысёры не папалі. І таму, калі на дзяржаўную прэмію, на нацыянальную прэмію таксама не попадаюць многія незалежныя рэжысёры, гэта пачынае выклікаць пытанні, і там это правацыруе людзей на тое, што вот, блин. Да, пожалуйста. І гэта нормально, бо людзі абураюцца, яны жадаюць удзельнічаць у гэтым усім. Приходите, welcome. Если жадаете удельничать, welcome. Мы с радостью, еще раз говорю. Есть такая... Мы можем спорить долго и говорить, но я, наверное, останусь на своей позиции. Конечно, тут я говорю к тому, что мы со своей стороны будем делать так, что мы будем приглашать. Но если... А я не хочу, мне в прошлом году не понравилось. Я что могу сделать? Не в этом дело, не в этом дело. Давайте вместе двигать эту сферу проблема индустрии. Именно в доверии к жюри. Я говорю конкретно про тех людей и про результаты, к которым они в итоге пришли. У тех людей, которые снимают или занимаются кино, по разговорам, как я с ними общался, они не верят, что это было неангажированное решение. Именно в плане голосования. То есть они не доверяют этой премии. Вот как вы будете решать эту репутационную ситуацию? Нормально мы решим. Слушайте, у нас будет прекрасная, великолепная репутация и ситуация, я в этом даже не сомневаюсь. У меня, слава богу, и в этом большой опыт, как заработать хорошую репутацию. Поэтому я приложу по отношению к премии все возможные и невозможные усилия, и мы это сделаем. Самое главное для меня, что этого не состоялось в этом году, потому что и не было никем предложено. Но я, как никто, тоже общалась с членами жюри, когда какие-то мы поясняли моменты там, по инструкции и прочее. Но скажу вам так, что мы договорились, я получила от многих очень поддержку в плане того, что есть пожелания, замечания, какие-то предложения. И мы поговорили о том, что единственное, что я говорила, давайте вот я 18-го отдохну, хотя пока не получается, и 19-го готова встречаться. Но попросили, что, послушайте, давайте не будем спешить, все-таки предновогодняя, рождественская, сейчас уже начинается суета, но я вам точно говорю, что где-то в середине января мы организуем, потому что никто за это просто не брался до нас, мы организуем круглый стол, куда пригласим всех тех желающих, кто готов. Это хорошая идея, не просто, знаете, там где-то, извините, даже языком поляпать, да, где-то там за спиной или так далее. А кто готов... Мы не ляпаем за спиной. Нет, это не про вас. Мы пишем с ними. Вот я пишу статью тоже. Тарас, это ни в коем случае не к вам. Мы с вами, мне очень не радостно, что... Нет, я вам скажу просто, что мне радостно, что мы начинаем с пресс-конференции, вы прямо, глядя в глаза, задаете вопросы, а не просто где-то там что-то как-то тихонечко сидя дома пишут. То есть журналисты, которые не выходят из офиса, не приходят на пресс-конференции, и потом делают свои догадки, додумки, такая... как это, диванные, да? Диванные войска. Не хватало, чтобы журналистика такой стала. Меня радует, что Тарас приходит на пресс-конференции, прямо смотрит, прямо спрашивает, что его интересует. И мы готовы, я прямо вам готова отвечать. Поэтому мы пригласим на этот круглый стол тех кинематографистов, и кто относится к этой сфере, и там и кинокритиков, кто заинтересован.
То есть не просто поругать премию, там, да, но прийти и сказать, сделать отдельное замечание и сделать отдельное предложение. И я думаю, благодаря этому круглому столу мы сможем доработать инструкцию положения, сможем доработать вопросы о составе жюри. Это не значит, что вот все, кто был, Нет, это все прекрасно. Просто можно было бы, чтобы вот тех вопросов, которые сейчас возникли, можно было, допустим, в декабре, вернее, уже, эту премию не проводить, а немного ее отодвинуть, чтобы эти вопросы разрешить. Тому питання на конт часу. Чому премія за такий короткий срок була зроблена? Вот в этом данном случае, на данном моменте так решило министерство. Ну вот это вопросы как раз чиновникам. Мы были, вот есть. Нет, вот как бы вопросы, естественно, не к вам, потому что там... И я, правда, не хочу. Министерству спасибо, что они поддержали. Спасибо, что поддержали и инициировали эту премию. Но, говорю, что вот сроки действительно были короткие, но, говорю, как я, это мое мнение, что мы справились, с какими-то, возможно, там оговорками, недочетами, но мы справились и сделали. И, естественно, вот как я и сказала, круглый стол будет в середине января, но мы завтра собираемся уже рабочей группой, которая вот была. Мы все записывали по ходу подготовки, у нас нормальные там стопки всяких моментов и вопросов. Мы все обсуждаем. Мы еще даже, честно скажу, своей командой не праздновали, потому что вчера еще ночью демонтаж был и так далее. Сегодня кому-то даже еще, кому-то удалось поспать, а кто-то с самого утра и прочее. То есть и до празднования мы обсуждаем все моменты, которые мы будем выносить на встречу, потому что у нас будет тоже, мы будем отчитываться, да, как она прошла и так далее. Конечно, да. То есть вот мы будем выносить это все, обсуждать, чтобы сразу сказать, что мы в процессе говорили, но уже назад нет мотать. Ну, это понятно, но я, в принципе, тоже считаю, что сама премия, в принципе, премия должна быть в Беларуси, потому что у нас, я этого и не отрицал. Она и должна быть в той стране, в которой государство выделяет деньги из бюджета. У нас это приличные деньги, около 8 миллионов долларов в следующем году. Я смотрел республиканский бюджет, проект республиканского бюджета. Но просто так, как она прошла в этом году, она точно проходить не должна. Это нонсенс. Вы имеете в виду все эти заявки, все, мы это учтем. Спасибо большое. Что для меня главное, что есть небезразличные люди, говорю, и они приходят и говорят об этом открыто, и готовы к сотрудничеству. И мы готовы к сотрудничеству. Мы открыты. Мы открыты абсолютно, без всяких обиняков и каких-то завуалированных. Нет, все, давайте делать ее вместе. Я же абсолютно не против в том плане, чтобы действительно... Все равно, наверное, будут те, кому что-то будет не нравиться. Так бывает. Но то, что нужно... Градус недовольства очень высок. Ничего, значит, сейчас придет Новый год и погаснет этот градус недовольства. Моя цель и задача, самое главное, как директора, чтобы эта премия... Действительно, я и не ожидала, что она прям с первого раза, и все будут нам аплодировать и говорить: браво, браво, какие вы молодцы. Но главная цель, к которой мы идем, чтобы это действительно стало достойным национальным продуктом, которые бы гордились, которые бы хотели участвовать. И действительно, я это говорила уже не раз в эфирах, чтобы это стало главным мотиватором сниматься в хорошем кино и делать хорошее кино. Да, но тут еще такой момент, потому что у нас есть очевидный раскол между государственным кинематографом и негосударственным, скажем Будем так. Их примерять. В этом как раз и проблема, что нынешняя премия как раз увеличивает этот водораздел между этими двумя лагерями, оно не консолидирует. Не-не-не, Мы вдвоем сегодня такой у нас диалог. Все прекрасно. Это ж хорошая беседа, да. Але наш час падыходзіць ужо. Да, хочу падзякаваць за тое, што вы прыйшлі. Вельмі цікавая пазіцыя. Будзем спадзявацца, што пытанні будуць вырашаны, што прэмія будзе развівацца. Так, і менш будзе да яе пытанняў розных і мы будем, опять же, я со своей стороны, я такой человек, я, люблю меньше говорить, больше делать, но поговорить тоже люблю. Но если бы я этого не чувствовала и не чувствовала в себе сил в своей команде, я бы, наверное, не бралась за это. Все, до побачення усім. Ви слухали Єврорадіо про національну кінопремію. Усім до побачення.